республики, поэтому они обязаны это знать, кто чем дышит и как готовится, какие приемы особенно хорошие делают, как командные движения. Все это в тактическом, теоретическом плане они все должны это имеют знать, да и тут им Александр Оконечников, старший старшие друзья тренер могут нашей помочь. республики, Всё почему-то наблюдает за другим ковром вместе. Александр же, ну, он интернациональный, да, он чурапчинский, воспитывался в Имяконе, школу борьбы прошел в Селданском районе, сейчас руководит нашей сборной. Да, со своим другом Дмитрием Шадриным что-то обсуждали, но здесь обратно. Сейчас поощрительный балл может получить Игорь, и как бы картина маслом поменяется, да, в свою пользу. Может, это и подсказывали, чтобы не отдавай центр ковра. Но это такая тонкая, это не очень. Но тактика, она... А я бы предпочел атаку все-таки. Ну, Хочется. Да, естественно, Хочу... атакующий борец должен победить. Но есть такое понятие, вот, защищаясь, атакуют, или атакуя, защищаются. Вот очень эти... Вот мы должны это определиться, вот кто тут атакует и кто не защищается. Вот это надо посмотреть. Но я думаю, что все-таки поддавливает Сафронеев. И он поэтому и выигрывает. Минута осталась. Теперь вопросы. Да, вот и по функционалке-то молодой, ну, более молодой Игорь Сафронеев должен выдержать тем. Ну, сейчас самый кульминационный момент наступил, я бы хотел сказать, отметить последние минуты. 47 секунд осталось. Да, Сафронеев, естественно... 44. Нет, он центр ковра не отдает. Ну, первым не даст, не пойдет в атаку. А вот надо Иннокентию тогда что-то придумать надо. В тактическом плане пока переиграла Иннокентьева Игорь Сафронеев. Его план, тактика борьбы оправдывается, но есть 20 секунд для Иннокентия, чтобы разрушить этот план и выйти в финал. 13 секунд. Но не вижу возможности. Вот, мимо. Но это уже все, видать. Там 3 или сколько секунд остается. Игорь не даст. Это уже... Время. Ну, что ждал-то? 2 секунды вперед надо было эти действия. Может, секундную слабость проявил Игорь, да? Просто в табло видел, наверное, да, там одну секунду. Это, смотрит. Ну да. Ну здесь мы верхние силы вольной борьбы сегодня распределили, что в финале будет бороться минимальным преимуществом за счет поощрительного балла судей. Последним, да, он получил, ну крайним получил и вышел в финал. Ну тут уже... Да, отступился, зимой выиграл Иннокентьев. Чуть-чуть пораньше, может, начал бы, можно всякое можно сказать, но всему свое время, вот чуть-чуть. А для чего мы с тобой сидим-то здесь? Чтобы что-то сказать. Да, чуть не хватило. Вот, видите, вот такие, ну, видите, время уже. Да. Нет, здесь никто не спорит даже. Да, ну, спора-то нет. Победил Игорь Сафронеев. Это мы просто объясняем. Да, но Игорь... А Вадим забеспокоился, глаза забегали. Иннокентию надо было... Пораньше, да, хотя бы на 5-3 секунды. Ну, 30 секунд было же, да? Нет, 3 секунды, хотя бы в вот этом положении, говорю. Да, ну, что на ковре исполин якутской борьбы, молодой мастер спорта Данилов. И что у нас против него? Или мы переходим в другой ковер? Женя, Евгений Алексеев. Не, подожди, сейчас посмотрим. Он показывает. Да, Евгений Алексеев. Да. Евгений Алексеев, вот. А в другом, там Михаил Андрей Захаров, Аронов, правильный выбор. Команды. Здесь, брат Иннокентия Захарова, одного из отличных, хороших борцов у Солданского района, в свое время блистал своими
выпускник Карагандинского физкультурного института Иннокентий Захаров был. Он Да, последние да. годы работал директором Да, США. спортивной школы у Солданского Своеобразный, района, да. умел бороться Хапсагай. Но он мой личный тренер, и я да, с ним вот да, очень ну, хорошо конечно. знаком. До последних дней жизни я был с ним на связи. Спасибо. Ну, продолжать Да, Захаров. да. Ну, Михаил-то хорошо боролся. И, ну, травма головы, вот это шейных позвонков. Ну, сейчас работает тренером, нашел свое место. в борьбе, Наш любимчик да. здесь боролся, но узнаем результат. Эрхан Нехоруков там дальше был в полуфинале. А здесь у нас принципиальная и центральная схватка. Сегодня, ну, в этой весовой категории два мастера спорта. Борец в красном трико с красными полосками. Это борец Хангаласского улуса Данил Иванов. И против него многоопытный, многократный чемпион республики по хапсагае и по вольной борьбе Евгений Алексеев. Сегодня представляет родной Усялданский улус на своей земле, так скажем, да. Зал за него должен быть, но за молодого Данила Иванова могут просто все болельщики университета, Чуравчинского улуса. Поддержка у него есть. Да, ну, знаменосец у солданской команды Евгений Алексеев должен тебя показать тут на этой ответственной встрече. Естественно, это очень ответственная встреча. Но привязка, тут, да, охват не проходит, Данил атакует. Атака Иванова. Провалил, Но тут, да, и очень тут, сложная завязка да, была. И 2 балла, да. Да, это уже Евгений. 2-0. Да. 1 минута, 2 технического балла. Но атака была от Данила. Ну, Хорошая, добротная да. атака была, но Защита и контрреакция, прием Евгения перенесли удачу. но это показывает, Да, что в начале- Евгений Алексеев готов. Да, в начале, Зимой он Да. не был готов, а сегодня он готов. ну, тренировался, готовился специально для этих соревнований. Правильно делал. И вот дальнейшее, как сейчас он поставит задачу, то вот сейчас посмотрим. Пока успокоились этой, ну, сиюминутной такой быстротечной атакой. Пока, говорится, ну, первый период идет в спокойном темпе. Но тут дальнейшее развитие борьбы нам покажет, но Евгений очень спокойно, он контролирует все, ждет. Семен Сергеевич, Да. я думаю, что шансы на победу все-таки... Ну, Ну вот и внимательно я да. посмотрел, но у Данила шансов много, потому что... Естественно, он же тоже очень хорошо подготовленный спортсмен. Могу своему Да, вот да. слову подкрепления сказать, что антропометрически со своими рычагами он должен в одном каком-то Ну, и моменте если- подловить, захватить. Нужно, Остается да, всего 30 секунд в первом периоде. 2-0 ведет Евгений Алексеев. Он заработал это, активность защита и атака была со стороны Данила Иванова, но Евгений еще может показать, он тоже быстрый спортсмен, для 125 килограмм очень быстрый. Но пока он не рисковать не будет. В следующем на втором периоде мы посмотрим, остается это всего-то 3-5 Ну, секунд. Данилу надо Да. поддавливать, зачем вот давать отдыхать, но здесь Ну, что-то он задумывает, так скажем. задумался, видать. Ну, наверное, вот на втором Нагоняй периоде, получит сейчас на от втором периоде будет Петрова, работать, своего наверное, тренера. вот Иван Иванович Дмитриев, один из ведущих наших тренеров. Заслуженный тренер Да, республики. да. Ну вот сейчас посмотрим. Отбивает привязкой, хотел ногой зацепить, но удержался, не оставил. Вторая попытка атаки, захват за ноги, но своим Евгений мощным Контур, да. грудью проваливает Данила, вот подсаживает его. И пиши пропало, 2 балла на стороне Евгения. Ну это мастерство. Не всякий в таком весе так будет двигаться. Но очень хорошо, он в быстром темпе все это провел, прием. Атакует Защита, Евгений. Контрприем, скажем, да.
Но теперь уже решающий. Вот, Отбивая, ну да, опасно это- же. Вот да, опасно, зачем конечно, ему так да. рисковать? Сейчас потеряет, может, еще. Ну, Завязка остановилась, сейчас статика уже продолжается, да. Да, ну, А застряли, арбитр почему-то все время на руководителя смотрит. Ну, ждет. Я думаю, что я думал, что арбитр это главный, как третий участник борьбы. Но этот арбитр все время старается угодить руководителю. Угодить или ждет согласия там. Ну, действие же было обычное, Да, ну, не надо сложно. самостоятельно, Хорошо, надо, все. да, Берут все самостоятельно, свои да. слова обратно. Осталось 2 минуты. Данил активизировался. Евгений в средней стойке пытается что-то... даже не пытается. Нет, Ждет он же- момент, он, да, ждет он, ошибку, да. Он, Он защитный, опытный. да, опыт у него есть. Да, прямо скажем, он ждет ошибку Да, но от правильно Данила. это, в тактическом плане он правильно поставил Борьбу, да? Да. В своем стиле. Но могут наказать. Да, ну поэтому он Получает очень, да, внимательно замечание. ждет Но здесь атаку Иванова. Вот о ошибках Иванова он может выйти вперед. ну, еще, сейчас да. без атаки отдаст да. ему бал. Потому что 30 секунд уже там Но истекает. Иванову надо работать, Данилу-то. Данил-то он... Минута 30 остается. Данил тоже чуть... На- Вот это про- хорошая, да, попытка была. Показал. Да, попытка была атаки. Но опять до конца не проделанная эта попытка. Вот сейчас ногами он... Но он в да. этой борьбе чувствует Иванова почему-то. Ну, табло у нас как-то неправильно работает. А нет, дали Жене дали. нет, О, да. это такой... Да, роковая ошибка. Да, роковая, это Роковая ошибка, ошибка, да. Такой массой, таким комплектом он Женю не отпустит же его. Совершенно. Да, вот Да. дожал, конечно, это... Евгений, Очень, вот, да, вы правы, да. вы правы. Как всегда, Семен Сергеевич, вы правы. Наши люди в булочную такси не ездят. Ну, это... Да, я болел, откровенно скажу. Ну, правильно, я тоже За болел молодость. за молодого спортсмена, но вот опыта не хватило. Не хватило опыта. Не, ну по борьбе выиграл Женя, да. И да, сильнее по борьбе, оказался. Да, В завязках не отдал, вот 2 балла перед первой атаку, да? Да, вот она в тактическом плане очень правильно он поставил. Да, да, он знал, что Данила работает ногами и иногда остается. да. И все это ждал и Ждал поймал. момент, вот видишь как. Тут уже никак ничем не помочь. Я думаю, даже белому медведю когда-нибудь попадется в такие объятия, будет тяжело уходить. Да, конечно, 125 килограмм это серьезный богатырский вес. Ну, это не 5 килограммов, конечно. Да. 125. Да, я же говорю, не 5 килограммов. Ага, ну, извини, у меня дошло очень медленно. Устаем, но работаем уже второй день. Ну, Да, красиво это уложил. Очень нужная, И нужная да, победа очень для нужная Усалданска. для команды Усалданского района. Да, Очень, и знаменосца, да? Да, знаменосец И радость команды, такая. да. Скромность, ну, как бы... Бывает иногда в таких большие мужчины ронят слезу, да? Большие эмоции показывают. Да. Борьба идет, а Аронов там в дальнем плане борется. Борется он против Федора Иванова, Жиганского Луса. Мы про него сегодня рассказывали. Ну, Федор Иванов тоже не подарок, но сейчас проигрывает, шансов проигрывает Аронову. Но он борется, чтобы не встает, ищет что-то свое там. Нет, 5 баллов Да. против Андрея, это уже Ну, много, конец. конечно, Ну, много. остается Да, 2 минуты. Да. Но Есть хочется один, сказать про финалиста Федора Попова, да, Иванова. Он, ему 32 года, мастер спорта, Жиганский район. Хотел там выйти, еще отдает 2 балла. Сейчас... Да, Но Аронов я его себе- вспомнил, я его видел 2 года назад. Он меня удивил этими
броском пистолетом. Ну, Он ну, этого Тарасов же был, Да, который умел бросать бедром. Да. Всех здесь завалил. А он его бы пистолетом уложил. да, ну, 2 раза попадался в ведро, и Да. 3-й раз... положил, да? Да, ну мастер спорта. Да. 32 года, Андрей нам 10 лет младше, ну именитее будет, да? Да. Что здесь говорить-то? 7 баллов против 1 балла, минута остается, и в полуфинале мы увидим противостояние друзей товарищей Андрея Аронова и опытного борца Евгения Алексеева. Это уже однозначно. И будет, говорят, сегодня продолжение вчерашней эпопеи. Борьба за бронзовые медали в весе до 70, до 57 килограмм, до 70 килограмм, до 86 килограмм. Женская борьба до 50, 59. И борьба будет в ковре В до 61 килограмма, до 74 килограмм, до 97 килограмм. И женская борьба до 55 килограмм. Это финальный. Да, в скором времени нам подсказывают, что финальная борьба в связи с вот этими нашими техническими перерывами, регламентом соревнований. Да, устал, конечно, но шансов здесь не было у Иванова. Ну, Аронов достойно выиграл. Ну и Федор, надо отдать вот должное, он же боролся. Боролся. Но он имеет право борьбу завтра за бронзу. Да. Но все равно Он свои цели да, выполнил. Да. Свою О, задачу наш всё-таки министр спорта, знаменитый борец Леонид Спиридонов. Леонид Николаевич Спиридонов на ваших Да, и экранах. Михаил Да, Пахомов да, рядом, да? Да. Значит, директор спортивной подготовки сборной команды республики, 2 ведущих и специалиста. гость с Белоруссии, Да, старший главный тренер сборной Белоруссии. да, Почетный гость. Прямо в бейджике написано. да, Жуматай. да. А по национальности он кто? Ну, вот это я не могу сказать. Жуматай. Ну, Ну, обсуждают, смотрят. С Казахстана говорят, да. Молодец, он наблюдает за Арианом Тютрином, за Ну, Дюргуном Скрябиным и за Андреем Бекреневым. Да, да, и в целом состояние... полкоманды якуты, в целом оказывается. состояние нашей борьбы в республике, как на каком уровне сегодня мы находимся. Владислав Да. Коротов. Знаменитый наш журналист, блогер. Еще Ну, там, да, директор Ради ТТМ, прямые репортажи слушал. Николай Бестинов, руководитель нашего радиовещательной компании. Ну, отдыхаем чуточку, конечно. Вот сегодня вот... Знаменитый Белялевский Иван, он, да, все. Да, да. Иван Белялевский, многократный чемпион да. игр Дегена, он сегодня как бы талисман 8-х. Ну, Игорь, представляете, да, лицо, да, не талисман, а лицо 8-х спортивной. Афанасий Заволоцкий, мастер спорта международного класса. Один Рассадин. сильнейший борцов. В своем, да, говорят, он в 96-м году был победителем первых игр. Да. Я, правда, не помню, но так. Мой друг, Афанасий, мы дружим, и он мне, похвастаюсь, первые турниры мы раньше проводили призывы ЛКСМ, и первую свою грамоту и свою первую медаль Афанасий получил от моих рук с моей подписью. После этого мы долго-долго дружим до сих пор. Но у нас подготовка к финальным схваткам, ну как даже слово схватка, наверное, не подходит к финалам, да, это решающие бои, скорее всего, будут. У нас технически сейчас подготовка идет. Республикатын даруаттарына ақсыз спортивный ойнуларына бәғә шағаламды тоғыз ұяғынға
Utana kapsıhlar kendilerden kıyıp kopuk doğuşları nedenleri bu cihan kapsıhlara İttika verilen sevilgen Да, вот уже подходит подготовка, заканчивается. Идет еще, но мы ждем, мы хотим напомнить нашим дорогим телезрителям, благодаря спонсорам трансляции, такой капитальная поддержка нашему телеканалу. Сейчас я подготовлюсь маленько, найду, чтобы не ошибиться. Триумф Инвест занимается продажей, покупкой недвижимости и строительством частных домов. Сегодня является спонсором нашей трансляции. Мы благодарим за эту помощь. И у нас спонсором является Алмаз Кредит Сервис, крупнейший кредитный союз Республики Саха-Якутия на протяжении 18 лет. Сотрудничество с Алмаз Кредит Сервисом улучшает и развивает качество жизни нашего населения. Дорогие наши зрители, от имени вас мы благодарим оба наших спонсора за трансляцию. Триумф Инвест. Вы видите логотип нашего спонсора. И до этого видели логотип Алмаз Кредит Сервиса. Да, подготовка продолжается, но я подскажу, в ковре А будут бороться за бронзовое финале. В финале две схватки будут. Айсен Никифоров, Аял Белолюбский. И, к сожалению, Любомира Шейна мы вчера видели, он боролся с лангетом, с травмированным. И Аймяконский улус, он сегодня без борьбы отдает третье место Айсену Винокурову. А в ковре борьбу начнут борцы до 61 килограмма. Красным трико выйдет борец Жиганского района Виктор Яковлев против момского борца Артема Слепцова. А Яков Павлов будет бороться против нюрбинского борца Александра Авелова, триумфатора недавнего чемпионата города Якутска. Kutubiyatga Astrofizikiyaga Emiya Wada Osalavatgar Boshokta Hikmeshga Boron Sabadalim bu cihat aqyaptara Kutubiyatga Boshokta Ejigana Tigada Miyasida Muama Fakatira Arson Silipto Kabir Gangaranları Ayşen Nikifara dedi. Ayal Belli Yan Tepekidaga Bastaki Bastaki Bu Kabir Gangaranları Aslan Zikidaga Ejigana Tigana Zikidaga Yakmıdap Muhammad'tanı Artyom Silipsov Akaverge Ayşen'deki berabbili Ayal Belyobuskay Usaltan takasları. Bu kaverge otoda ito kohundara ejiganten diktari yakubilap. Valla Muhammad'tanı Artyom Silipsov anırılanları.
Kaverga kahomonnoktan ikkitun chahalla teriak beribukoha Aisyani kibanap warna usaldan basta kamanda tetan ayau peliluguskai. Ayau peliluguskai ikkitun chahalla teriak warna usulga namagad sikanorotaran altu hetkis patimuanuran poruan seprijuara. Respiri kapu yung kitin kadene bihan sa tekilaga otot biasi dan boruan sa perjuara. Respiri ka piotenemis Alexia teriga kapta kasim tiada dan uang tosulah bihan uski dan championa ayau dari uskai juakan mut. Boruan sa medali berjahit. Oton berkebirga jika antam di saya kemudian warna Muhammadan respiri kapu yung championa dan Alton bikin lagi yang hendak terga otomatis kita perang. Seperti juara ikut kita bikin lah dari Arjun Philipsov. Dalam negara Aisyah di Napura. Respirakan rotaran akses patinonyumaran poruan semedallerin bulcahı. Ihan sieltäkin Aisyah ki pada belu ayal belluguskay usaldan başta komandata aferin. Bu keberge Altuan bir kilang adik taya kemudian ejigan Artyom sedep suap muama respirakan bayung ke poruan seperti juara. Raskah hilsekointista. Lanna ikkistagolun soborotso. Respirakan rottanas patinonyumaran poruan semedalin ketätsiäs kätikistä. Ajal belluguskay usaldan lohana basta hamanta tendokoha. Ikkitun chehette. Hettis lanna akses patinonyumaran ikkitagolla poruan seprijuara ajal belluguskayin. Agarlar megahalastan Aisyah di Napura. Aisyah di Napura apti jata kargar kerja habit megahalas. Respirika kita hinca hinca kahlah untuk biasa tan poruan seperti juara. Araman Dimitri wanto Rasulullah berwakilkan naton jiran. Hettis juga dan otomatis kita champion. Puyung gedal lemos tu final lemo kurun urung kami juara. Aisyah di Napura utas saja lemo Amir Asyain. Eşeğini butanan bıha ühüşlüyeşten olan paron semedale kadar bu butanan yakadelen bir kayın. Kay. Aysen bir korap. Karen kabihin negangalas bakaha Aysen bir korap mantan ola erişli kadar otaran aksız patinonyonun paron sepri göreden ütçükatı egerinleri. Het tonkeleler bakışları vanaltı bola hağlavutlarıga boruan sebedali bu cahak ilerleri. Valterin mulacımına eriştiri kapıyong boruan sepri juara. Warna hontatan alas siyahan sportum mastera Kirill Pavlov. Olkanga bukavirga altuan bir kilaga boruan sebedali bu jahiga bir. Taya kumulap ejigan Artyom Philipsov bakap sildargan aksanik kibitya. Ejigan diktan iya kumulap kahumon doktor hatagar.
Hekton keli yahannahtara boron semedeli buljaha. Akıbir kadağıstılar. Kahalmanlıktan gornayı bir koha. İki tığınca bir hınnahtları yok. Valter bula cimrap. Respublika bu yılki şempiyonatı setton keli kaya. 36 geyitten boron semedeli. Piotr'un yumuşağına bütün nasihatatın yerin birinci ara. Ütbağga ulan bir dakika daline mustu kıyali okurgun edetlerke birinci ara. Valter bula cimrap. Otas sakita Arasya wana sakal pukuran sport. Master kontatan Kirill Pavlov. Bakaberga aksan Respublika Bayılgı Boron Saprijora Muhammed Oha Artyom Selip Toplu Hatıgar altta 2'ge minüte 35 sekunda kallar. Atıda Jokahunlara ejigana Victoria Kulov Muhammed Artyom Selipsov Aksan altta tüyekke Muhammed Oha Respublika Bayılgı Boron Sata Artyom Selipsov kök munduktu hatıgar. Andaydı şempiyonatın iktidarın yakıttılağa Arasya Sport Master Senior Sarkoma Vintillah Çiter Artyom Selipsov. Bakaberga kaptemi tera Süddehgünde kalla aksan Uan tüyekke kıyak munduktan tustar muama bukatira Respublika Bayılgı Boron Saprijora Artyom Selipsov hatıgarı. Медали весовая категория до 70 килограмм. Со счетом 4-2 пока ведет борьбу Борис Краснопереков. И очередные баллы. Время закончилось и действие не оценено. Вальтер Владимиров и Кирилл Павлов. Очень классный проход ноги с одной ноги. Не сумел уйти с этого положения Кирилл Павлов и 2 балла отдает. Да, с большим трудом удержал это преимущество Вальтер и заработал. Идет борьба. Хотел... здесь Кирилл Павлов. Сунтарский улус. Это стиль сунтарских борцов. Они в любой момент могут взрывным своими действиями поставить трудное положение противника. Вынос вот красивый бросок.
Время есть еще. 4 балла оценили этот бросок. 6-4. Вольтер не согласен со своими секундантами. Решил продолжить. Вальтер Владимиров, Кирилл Павлов. Қуанай Сұлтан олықтарын қапсығыларығар Ақсаны Алтафетке Россия Хаканыстың мастера Сұлтан 2 минуты 24 секунды до бронзовой медали. Кто получит? Очень напряженная борьба. Красивый бросок показал Кирилл Павлов и заработал сейчас он техническими этим броском и преимуществом до 2 балла. Ведет схватку. 2 минуты всего лишь до бронзы для Кирилла, но Вольтер Владимиров должен сейчас мобилизовать все свои силы, мобилизовать все свои нервы. За уход борьбы, наверное, скорее всего. Борьба в низком положении, счет 5-6. Борьба продолжается. Минута 30 секунд. Минимальным преимуществом, но для Вольтера нужно техническое действие, которое оценено будет или 4 балла, или 2 балла. Завязки рук, пока Кирилл защищается упорно, почему-то стал уходить. Не рановато ли Кириллу атака Вольтера? Проход в одну ногу. Чуть-чуть провалился по скорости, обратная завязка. Да, успевает Кирилл, но свистка не поступила. Но что здесь? Ждем решения судейской бригады. Скорее всего, здесь коллегиально решат все эти действия. Пока на табло 8-5. Минута, но без секунды остается. Кириллу Павлову за этот бросок. Напор пошел просто вперед на пролом. 45 секунд. Захватил активный захват Вольтер, но ничего пока не получается. 2 эффективных броска совершил Кирилл Павлов. Ведет со счетом 8-5 в пользу борца с синим трико. 6 показывает табло, 6-8. Еще 1 балл. Остается 19 секунд. Еще 1 балл. Табло горит 7-8. Но здесь, да, здесь выровнял со своими активностью Вольтера в схватку, но ему нужно заработать еще 2 балла. 19 решающих секунд, которые надо проверить. Атака поднимает. 14 секунд время есть. Подсадил, да. И волевая воля и силой воли выиграет еще 2 балла. 9 баллов у Владимирова. И все. Бронзовым призером 8-х спортивных игр народов Якутии становится борец с красным трико, представляющий Горный Улус Вольтер Владимиров. Да, упорном, очень захватывающем борьбе, улетев на 4 балла, все-таки победа остается за Вольтером Владимировым. Красивейшие моменты. Вы сейчас наслаждайтесь такой борьбой. Мы всегда болельщики за вот такие действия. Бескомпромиссные. И вот сейчас борьба идет. Это были повторы.
Сейчас мы видим уже борьбу. 61 килограмм. До 61 килограмм Александр Авелов, борец с синим трико и Яков Павлов. Но мы обоих этих борцов вчера и сегодня рассказывали. Яков Павлов выходил через утешение в этот финал. А Авелов Александр вчера в полуфинале вступил. 2-1. Яков Павлов ведет борьбу. Вот атака Павлова. Проход левую ногу, но пока он остался там в этом положении, но руку нет, захват не отпускает. А нет, отпустил уже. Выпрямились, со стойки начинает бороться. Ну, такие моменты, конечно, отпускать. До конца бронзового очень финала жаль. остается минута 27. Но тут борьба обоюдно. Ищет Авелов. Да. Александр Авелов ищет свой момент, но на дистанции, с расстояния это пока ничего не даст. Плотность захвата не дает ему Яков Павлов, Упор упирается головой головой, за грудь. Минута остается. 2-1. Впереди Яков Павлов, тампонский улус. Проход ногу от Якова. Ну, Авелов уже защищается. попытка, да, вторая попытка, это уже пока идет борьба. Но пока никаких баллов он не получает. До конца, конечный итог этой приема действия нету. 35 да, судьи остается. уже хотят поднимать их. Да. И счет не изменился 2-1. Минимальный. Да, ну минимальное преимущество борца в красном трико, но сейчас 30 секунд остается. Для Александра бронза уплывает потихоньку каждой секундой, Ну, но он снова. пытается, но Да. как-то не находит. Атака! Да, о, молодец Снова Яков, отпустить. но все равно... Вот, А вот уже, по-моему, ну, сейчас посмотрим. Да, Яков Павлов по 10, по заработанным баллам, техническим баллам пока впереди. 2-2 счет. 8 секунд, но Авелов апеллирует, что можно в этой ситуации получить и 2 балла, которые сразу же поменяют картину. Но судьи неуловимы. 7 секунд. Опасный захват и... Ну, здесь, да, разбираться нет, а Якову дают балл. Авелов не согласен опять. И правильно, да? ну, Все лишние- любые шансы надо использовать. Ну, конечно, это лишние эмоции, видать, потому что Нет, здесь лишних эмоций нету. Здесь Ну, свою правду надо искать ну, всегда. искать, но надо... Он же не про- согласен же, он, Ну, он не же согласен, участник, но, он но там. по правилам-то он же правила знает, видать, должен знать правила. Он Давай. же уступил. Вот сейчас посмотрите еще раз. Это сейчас повтор или что? В активной атаке был Яков Павлов. Сейчас атакует Авелов Александр атаковал, но не Авелов. получился. Вот захват. снова Ну, здесь захват правой ноги, но опять Но в упустил корпус момент. атака была. Выталкивание. Да, мы напряжением ждем решения судейской коллегии. Но здесь это только наше лишнее мнение. Ну вот, Ну видите, здесь, вон да, там. да, здесь бесспорно. По-моему, вы были правы. Александр здесь не прав. Хотел как лучше, но получилось, как всегда, судейская бригада безукорично, без... Ну, они Да, правильное решение очень взяли, правильное потому что решение. Сразу человек было уступил, принято но, со счетом конечно, всем хочется 3-2. выиграть. Очень напряженной борьбе. Бронзовые медали уходят в копилку тампонской команды.
Ихний борец Яков Павлов будет сегодня оденет медаль, очень красивая медаль, тематический 8-х спортивных игр народов и войдет в историю. Бронзового отлива, да? Возможно, через 20 лет он будет книгой истории со своим 3-м Ну, местом. естественно, уже история. Сейчас и Ларион Андреев характерно. Мы его ни с кем никогда не перепутываем. Вес 74 килограмма. Ларион Иванов, борец в синем трико против Джолустана Татонова, Сунтарский улус. Да, Сунтарская команда почти во всех весовых категориях имеет финалистов. Но это упорная и целенаправленная работа, систематическая работа тренеров Сунтарского улуса. На это хвала им за это. Это поддержка улусной администрации, это поддержка родителей, коллектива, ну, всего Сунтарского района, я бы сказал. Ну и нельзя забывать отеческую помощь старших товарищей, таких как Александр Иванов, Василий Говорев. Это наши заслуженные мастера спорта, которые они создали. Создана была бригада такая, помощь районам. Вот они и время от времени ездят по районам и делятся своим богатым борцовским опытом. Пока счет на табло 0-0, минута уже прошла, мы не заметили, но здесь пока осторожная борьба. Но я думал, что Ларион-то будет напрягать сильнее, но он что-то осторожничает, и это не его стиль борьбы. Сейчас Татонов, покажем, что Джолустан. мы посмотрим. Борьба очень упорная, во всех коврах идет, ну, в двух коврах, во всяком случае, да, очень ответственный момент. Это и все-таки судьба игр, 8-х игр по вольной борьбе решается судьба бронзовой награды. Поэтому есть ответственность для каждого спортсмена, есть командная ответственность, коллективная. Поэтому настрой, ведение встречи. Андрей Ларионов получает один поощрительный балл за захват центра ковра, так скажем. И он не проявляет большой активности, но всегда имеет преимущество борец, который доминирует чуть-чуть. Остается 57 секунд до окончания первого периода. Вес 74 килограмма. Борьба за бронзовые медали. Минимальным преимуществом впереди борец с синим трико Ларион Андреев. Кангаласский улус. Но Ларион историческая родина, малая родина Мирнинский район. Врач. Да, при первой малейшем появлении крови по правилам обязательно должен обратиться к врачу. Но не более 4 минут. Но Да, это наша, как бы, не производственная даже, да, это так всегда бывает. Обоих борцов приводит в порядок гигиенический. Остается 35 секунд, и борьба продолжается. 30 секунд. Но ничего не решили, не стали форсировать события. Борцы веса до 74 килограмм решили все это перенести в второй период, когда мышцы будут еще, ну как скажем, поднаевшись молочной кислотой. А такой Тайтонов. И тут время. Но это будет до пользы его, это уже будет арбитр будет понимать, что Ларион уходил от активной борьбы. 30 секунд. Сейчас все подскажут.
Ну, сейчас соберутся мыслями, силами, и второй период нам покажут, я думаю, достойную борьбу. Сейчас первая трехминутка, ну, в спокойном стиле, темпе прошла. Таких Александр Мартынов там вдалеке был виден, он многократный чемпион нашей республики в этом весе. Николай Данилов дает Но он ценные уверен, советы. да, по его поведению видно, что нашел какие-то слова подсказать Джолускану Татонову, чтобы преломить Исход. исход борьбы в пользу и получить бронзовую медаль. Но Ларион этим обязательно не согласен, сбивает, начинает увеличивать темп. Ну и это стиль, да, как-то вот на дистанции. Выжидая, атакует. Но он скоростной, очень Да, скоростной, да, поэтому взрывной, вот, скоростной, да. поэтому он. Но все, мы как отмечаем, все борцы Сунтарского улуса тоже умеют взрываться моментально. И Ну, тут уже пятибальные, 30 секунд, четырехбальные да. броски в основном мы в этом играх увидели от борцов этого улуса. В большинстве случаев. Захват Татонова под руки. Ну, 22 2 минуты 20 секунд, остается 40 секунд второго периода прошли. Да, поддавливает уже. И вот, да. очень Развернул хорошо, да. и получил Да. 2 балла. Джолускан Татонов и не стал работать, искать счастье в портере. 3-1. Еще минута 57 секунд. Ну, достаточно. Ну, отрыв есть, да. Да, 1/3 сейчас борьбы впереди. Сейчас нужно Лариону, наверное, проходами Лариону растерзать, да? да. Не дать плотный захват, потому что в плотном захвате да, в свою пользу надо. Поэтому нужно чуть Джолускан активизироваться, Татонов надо выиграет. нагнетать. Но нет, пока никаких действий нет. Ну, борются, ребята. Нельзя сказать, что они не борются. Нет, но Они здесь борются, да. Ну, досягаемо и очень близко находится по техническим действиям. Да, 1 балл за пассивную борьбу. Оба борца получили. И вот одна результативная техническая атака, оцененная 2 балла, сразу же выведут Андреева по конечному результату на бронзовую медаль. Остается 58 секунд. Борьба опять успокоилась. ну, Татонов Контроль очень правильно Джолускана контролирует. за голову, за голову. Да. Контроль ведет, не спешит. Атака с нарком. Вот Да, это результативно. опасно, да. Но правильно сделал, что не вытолкнул, чтобы получить обратно. О, здесь. Здесь. Да, все понимал. Ларион, оказывается, голова, ну, как бы умственные способности. Все правильно решил, да, вытолкнуть нельзя, надо было, он 2 хотел побольше балла. баллов взять, но не получилось. 2 балла, 1 балл дали за выход. Да, Потому не что смог вышли, реализовать и этот свисток, свой фиксация замысел. этого Но еще положения, 34 секунды. Ну, есть запас прочности у Татонова, еще 1 балл. Поэтому Борьба продолжается, 24 секунды. Ларион нагнетает, и он понимает, что время совсем мало. Проход ноги. Прыжком с дальней дистанции. 14, Оба 10 вытянулись. секунд, да. 10 секунд, свисток. Десять секунд. За эти 10 секунд что получится? Вот Татонов. Решится судьба бронзовой медали 8-х спортивных игр. По Он вольной не даст, борьбе ну, всё. весит до 74 килограмм. И время. С минимальным преимуществом со счетом 3-2 бронзовые медали получит борец Сунтарского улуса, боровший красного угла прошлый ковра челлендж. Джолускан Татонов.
челлендж бросили хангаласская команда. Но Ну, уже поздно, надо было вот за секунд 10. да. Но это не решает, мы это понимаем. По правилам, после остановки сразу надо принимать решение. Борьба была продолжена, и за предыдущий эпизод невозможно. Ларион настаивает. Но Петров знает правила досконально. Борис приглашается. Судейская бригада приглашает. Akıverge kapsayı bidere bir minüde kaldı. Aksan etken olga sapron apkıyak bulduk. Ne kalmıştı o neler? Но правила уже написаны, момент упущен. И претензий не принимается. Естественно, вот каких претензий. Вот за это поведение могут и снять Барса. И потерять свое Ну, пятое вообще место. нулевой результат может показать. Ну, сейчас Milyon посмотрим, ilgi как, bedene konu hulların. Hadi buldum. что он хочет. Он хочет добавочный балл. Hatta. Здесь ошибка была, надо было после свистка. Ну, нет уже ничего. Да, борьба продолжалась. Ларион Андреев, дисквалификация за спортивное поведение. Ну, заслуженно выиграл. Двустан Татонов. Здесь борьба уже в другом весе. Более крупные ребята. Но Григорий Самсонов, известно, он обязательно сунтарский. И Сафронову, рисковал Самсонов, победил Сафронов. Мегина Кангаласский улус. Бронзовая медаль уплывает. Да, это другой ковер был, дорогие наши зрители. Поэтому мы увидели совсем кусочек этой борьбы в весе до 86 килограмм. Борьба была за бронзовую медаль. Борец в красном трико Григорий Самсонов, а победил борец в синем трико представитель Мегина Кангаласского улуса Сафрон Сафронов. Да, выполненная задача, победа над грозным соперником дает положительные выброс гормонов. И мы видим очередной раз Олега Чернова, второй финал за бронзовые медали. И друзья, товарищи, хорошие знакомые. Оба борца очень хорошо борются и неоднократно встречались. Да. Другие Тюгельге, борец в синем трико Платон Савинов и борец в красном трико Олег Чернов. Оба борца мастера спорта. Чернов за город Якутск. А Платон Савинов за родной Верхнеуральский улус. Первые секунды проходят оценки своих возможностей. И сейчас Платон заставил Олега чуть-чуть отступиться и получает замечание Олег Чернов. Но друг друга они знают. Ну, конечно, они каждый день вместе тренируются, ходят. Естественно, свои секреты у всех есть, наверное, но все они досконально друг друга знают, поэтому борьба будет проходить. Но кто ошибется, тот Да, проиграет. кто первым ошибется, тот и, очевидно, проиграет. Окажется в трудном положении. Да. Да? Александр Сложности Савельевич здесь- внимательно следит. Но его вес, интерес, Да. чисто человеческий, просто это борцы уже профессиональной борьбой занимаются, воспитанием.
юных борцов. 86 килограмм. Осталось до конца первого периода 43 секунды. И никто не хочет атаковать, да, рискнуть, может провалиться и отдать незаслуженные свои баллы победные. 25. Успокоились. Тактическая борьба идет. Теперь уже Савинову. Чернов 1 балл получил. Ну, минимальное, так скажем, количество. Но это по решению поощрительный балл. Ну, это за 30 секунд было 30-секундное предупреждение, предупреждающее такое время. Ну, вот. Минута первого периода. Долго будут они вот так, в таком положении Статистически. вести борьбу будут, потому что... Тогда, прямо скажем, да. борьба нервов. Да. Но никто не хочет уступить, правильно? Это, ну, И нужно никто и не искать просит, чтобы моменты, кто-то надо уступил, создавать, побеждать действием. да. 27 секунд осталось. Но минимальным, совсем крошечным преимуществом пока Олег Чернов впереди, город Якутск. Ну, Платон крепкий, вот стойка крепкая, вот такая он стоит. Ну, Олегу благодаря своего роста что-то надо делать. Ну, Платон в позиционном плане очень крепко стоит. Ну, позиции Да. догоняющего Савинов, но это даже хорошо. Если борьба в таком темпе будет продолжаться, победителем выйдет Платон Савинов. Но это опытные секунданты все понимают, все знают, и ему придется Олегу, Никита не Николаевич, отдавая балл, да. еще работать. Никифоров, заслуженный тренер республики, и Владимир Верхнеулюйский команды тренер. Ну, там целая команда стоит. Дали советы Платону, как дальше вести, проявить себя. Началась второй Да. отрезок борьбы. Табло. Техническое какое-то вмешательство. Очень много зрителей, очень много волонтеров. Задел маленький кабель, да, или какие-то вот... Ну, мы не техники, мы не знаем. Но сам главный судья Николай Дмитриевич Николаев... Ну, там табло, по-моему, пошло. Кто-то задел, наверное. Вот. Не только ваше мнение, это уже в самом деле табло ушло. Ну, Перегружает. да, нет сигнала написано там. Ну вот, сейчас. А мы здесь Степанов и Захаров Игорь. Ну, по виду, да, Степанов, Захаров, Егор. Второй период. Борьба продолжается. Мы наблюдаем борьбу. Оба! Как красиво очень сделал. красиво, да. Провалил и сразу выиграл, но здесь 2-1. Ну, Платон, это уже заявка, уже большая заявка для Платона. Ну, поэтому Чернову В начале сейчас, первого да. и второго периода сразу активное действие. Просто сумел В упорной, напряженной борьбе. Он просто Да. выдернул за голову, да, и Да, Олег провалился. провалился, остался. Ну, потерял Да. точку опоры. Пришлось. Ну, здесь и положение одно Вот, действие. да, теперь да, уже ищет, ну а теперь, второй раз уже, тут уже Платон Да, не упустит это забегание положение. очень Да. красивое. Уже 4-1. 2 минуты, Олег, времени очень много. Нет, 1, да, на табло. У Чернова 1 точно.
Ну, балл предупреждением. Олег Олег вышел за ковер, убегал от приема. Вот потому и судьи дали такую оценку, правильная оценка. Но Платон уже практически общем, свое да, дело мы- сделал. Ну, Сейчас минута 44 до конца да. И вот этим, финальной борьбы за бронзу. этом темпе, вот этом положении будет себя он чувствовать как рыба в воде. Да. Проход, но опять И опять проваливается. проваливается и чуть-чуть. Но защитился, оба защитились активно, счет не меняется. Да, Да, сложная, в соседнем ковре сложная идет задача. напряженная борьба. Минута 5 секунд остается до кто станет бронзовым призером нашего чемпионата в весе до 86 Минута. килограмм. Последние секунды, минута, 50 секунд осталось для определения этой бронзовой награды в весовой категории 86 килограммов. Олег идет вперед. Ну, Платон-то крепкий орешек. Не дает позицию. 32 секунды, счет 4-1 в пользу Платона Савинова, очень заслуженного человека, но Ну, тут еще спокойно один дает балл, 1 но балл. это хорошо, потому что можно еще попытаться Да. за 22 секунды провести техническое действие, оцененное на 2 балла, и это уже в пользу будет Чернова. Платон вызывает Олега, считает, что он продышивается, стимулирует. «22 секунды». Функционально сильнее оказался на этот час, сильнее выносливый Платон Савинов. Остается 15 секунд. 10. Ну, очередной раз станет, скорее всего, бронзовым призером борец в синем трико, представляющий Верхний Вилюйский район, Платон Савинов. И радость представителя, да? Скромно, Это но всем технически достойная построить свою награда. борьбу за бронзовые медали и заслуженно победил Платон Павлов. Савинов. Да, Олега чуть не хватило, что поделаешь. Ну, тут опыт. Но сегодня звезды Да. вольной борьбы, небесная Всевышняя сила была Очень на хорошо стороне он атаковал Платона в этом Савинова. положении. Оставил его вниз. Вот это и переломило вот это в этой схватке вот этот прием переломил весь ход. И удача улыбнулась Платону Савинову. Бронзовая награда. Игорь едет вверх в Невлюйский улус. На звание, выигрышные баллы уйдут в Верхний Вилюйский улус, а ленточка с бронзовым отливом будет храниться у Платона. Да, после некоторого перерыва бронзовым призером стал Виктор Степанов, весит до 74 килограмм и перенес тоже хорошие победные баллы Среднеколымскому улусу. Мы еще раз отмечаем, что Виктору Степанову пришлось срочно заменить Виктора Рассадина в связи с травмой. Но сейчас мы видим Валеева Никиту, мы его последние 6 лет, он с любых из Хапсагая, ну скажем прямо с телевизионного экрана, не спадает, и знаменитый Николай Николаев. И Это решающая встреча за бронзовую бронзовую медаль. награду. 97 килограмм.
И в этом весе за бронзу второй парой будет бороться Никита Сафронов и Максим Толмачев. Вчера Максим Толмачев до мгновения проиграл Нюргуну Сергину. Bukaberga kahormonluktan Arasiya Agarus Patum Mastera Nikita Valeyev Agrarna Технологической университет Никита Валеев сейчас защищает интересы города Якутска только в командном, да? Да, где он, когда представитель? Николаев. Академии государственной, Да, Академия это. технической академии, За но эту часто команду выступает выступает. за город Якутск. Николай Николаев за свой родной Вилюйский район, Улус. Но здесь и более сильным можно считать Никиту Валеева. По спортивному званию он мастер спорта и по школе борьбы вольной. Николай представитель Николаев, школы да, номер 3. знаменитейший в борьбе Хапсагай, но в вольной борьбе мы его видим очень редко. Этому пробел может сказаться. Но Николаев, он спортсмен, скажем, очень разносторонний, силового характера спортсмен-борец. Сейчас, в данный момент, он выступает за свою команду в вольной борьбе, поэтому мы и говорим борец. Естественно, классификация, определение каких-то сторон, сильных сторон обеих спортсменов, можно сказать, что Валеев все-таки ближе к вольной борьбе. Он с детства, и его старший брат, и он сам Никита очень упорно и усиленно тренируются. А вот сейчас Никита выступает за свой родной коллектив. Ну и Николаев тоже вот не хочет уступить в мастерстве и желает завоевать бронзовую награду. Но второй сейчас сейчас посмотрим, взрыв сейчас будет. Да, борьба Вот очень... Николай Николаев очень взрывной, сильный спортсмен. Да, силового характера спортсмен. Теперь Валеев призывает к активной борьбе. Ну, пока у него есть этот преимущественный 1 балл, который дали. Но тут нужно ждать, должны мы как-то, наверное, что будет делать, предпринимать Николаев. Ну, Никита Но он тоже не налетает, подарок. центр ковра да. за ним, счет 1-0. Ну, это Пока минимальное Валеев такое. ведет, но это шаткое преимущество. В таком плане скоро, если предупреждение будет получать Валеев, победителем станет Николай Николаев. Остается всего чуть-чуть и отдых. Ну, первый период закончился, как и мы сказали, один балл имеет Валеев, но это преимущество такое. Вот это и вот постоянный тренер, мастер спорта по видам борьбы, по хапсагаю, по вольной борьбе, Аркадий Уларов. И тут друг, тренер Николаева, Дмитрий Ушницкий. Дмитрий, Да, да, борец по борьбе Хапсагай. очень сильнейший, один из сильнейших хапсагаистов и республики. Да вот теперь будем ждать. Да, дорогие друзья, уважаемые зрители, в таких финалах Вот ногами изнурительных, да, работает, все подсечь. борцы. Вот хорошая атака Николаева. Но здесь он Да. заработает. Здесь. Ну, рост не позволила, чуточку не хватило поднять Но сразу Николаеву. счет И 1-1. 1 балл заработал. Впереди вышел Николай Николаев. Это технический балл называют. Да, это технический балл Да. более ценен, чем поощрительный балл от судьи. Оценивается. Ну и сейчас
некоторые чуточку обострение идет, нагнетает Никита, он уже чувствует, что у него Атака и положение, да, Ну, атакует, но вот очень хорошо, на нет не получилось. здесь без У оценки ситуации Николаева, да. должно быть. С колен все это происходило. И обоюдно. Остается 2 минуты. 2 минуты конца до схватки. определения бронзового медалиста в весе до 97 килограмм. На ковре красном трико мастер спорта Российской Федерации Никита Валеев, выступающий за Академию. И Николай Николаев, выступающий в синем трико, выступает он за родной Вилюйск. Он минимальным счетом по последнему действию ведет 1-1. Да, у него технические действия, которые оценено было 1 баллом. Атака, Вот сейчас атака атака. Николаева. Но активная защита, ногами подрабатывал, еще раз бив, пытается сбить. Но здесь попался. Ну как? Разворот корпусом из-под плечи дает 1 балл Никите Валееву. Это прочувствовал. Да, Никита прочувствовал это. Да, здесь на опасной зоне, на краю, надо иметь и пространственное чувство, и мышечное чувство, сделать вот так. Оцененный прием. Минута 15 еще бороться. Ну, предупреждает, замечание дает, что пальцы против суставов, захваты не принимать. Ну, иногда бывает и такое. Вот, например, сейчас. Минута до конца этой матча за бронзовые медали. Так, добавим еще важности этому поединку. Напряженнейшая борьба характера, борьба нервов. Счет 2-1 в пользу Никиты Валеева, мастера спорта России. — 25 секунд остается до конца матча. Ну, встречи Николаев ищет, хочет пройти на прием, но пока очень сумбурно у него идет и это дело. Ну, а Никита-то он ведет же встречу, вот потому и спокойно ходит там, уже знает, что он не даст этот балл. Ну вот и если 2-1 закончится эта встреча и бронзовая награда. Но Никита первая бронзовая Валеева, награда да. для Академии он завоевывает Никита Валеев, воспитанник городской школы борьбы Иннокентия Кочнева. Кочкина. Иннокентия Кочкина награждается бронзовой медалью. Сегодня он выступал за Агити Никита Сапронов, Дмитрий. Российской федерации спорта мастера Максим Толмачев, Чакускай. Да. Да, Ну, потихоньку бронзовые медали заканчиваются, но у нас 5 мужских категорий сегодня и 3 женских категорий. женский. И мы ждем в 2 коврах сразу. И, скорее всего, в одном ковре финала будут, да? Ну, не знаю, кто сейчас на ковре, значит, Толмачев Максим. Вчера трагической схватки для него. В последних секундах отдал он И с красным борьбу, трико схватку Никита Сафронов, Чурапчинский улус и Максим Толмачев. Это за 3-е место, город 97 килограммов борцы. Ну, вчера Максим уступил это. Ну, я бы сказал, отдал на последних секундах Да. явную медаль, но у него есть сегодня возможность заработать бронзовую медаль, бронзовый матлео. Лампочка, да? Очень интересно. Мощнейший, да? Мощный
Мощный. 2-0. Ну, Максим здесь, провел. дорогие наши друзья, здесь и мастерство, и Опасный бросок был ну, проведен. просто Максим в этом году очень хорошо борется в российском Да, уровне. Он призер первенства России в этом весе среди молодежи. Очень хорошо боролся в Яринском турнире и еще раз проваливает. 4-0 пока, на ножницы не стал. ну, сейчас выйдет до конца. Сейчас, ну вот, можно считать 2 балла уже есть, еще 2 балла. 6-0. Да. Но Максим Толмачев, у него была травма, серьезная травма была. Ну, подлечился, подтренировался. И сейчас уже год выступает на разном уровне соревнованиях. Но вот Максима мы ждем многое, потому что мы его тренера, тренерский совет и негласными решениями его отправили. Ну, и он сам, его желание было такое, его отправили в Красноярский край, высшую школу мастерства Красноярского Атака края. Сафронова. Дмитрий Георгиевич Миндиашвили, который создал такую крепкую, большую, знаменитую сибирскую школу борьбы. И Пропускает Никита атаку от да снова идет он, Максима. да, активный, Ну, более осталось всего да. 2 балла. О, 10-0. 10 баллов дали. Ну, заработал уже 10 баллов и досрочная техническая 4 балла победа. дали за сбив Да. портер. Ну, сейчас челлендж. Ну, сейчас, вот как мы говорим про Максима Толмачева, он сейчас тренируется там под руководством красноярских тренеров. Ну и следим мы за его поступлениями в разного рода соревнованиях. Но последнее, самое хорошее выступление призером Российской Федерации стало, и это очень хорошо. Прогрессирующий борец, будем так называть. Ну, а дальнейшая судьба, дальнейшее развитие, все зависит от самого Максима, как будет он там работать, жить, учиться, тренироваться и достичь желаемых результатов. Но я еще раз подниму интригу. В 5 весовых категориях в финалах будут бороться до 57 килограмм. Лев Павлов, Петр Копылов, повтор, да? 61 килограмм. Владимир Егоров, Ариан Тютрин, 70 килограмм. Айсен Потапов, Нюргун Скрябин, 74 килограмма. Константин Власов, Егор Пономарев. И женщины еще там. Да, и 3 весовых категории женщины. И до 86 килограмм Герман Устинов, Айсен Копырин. И весит до 97 килограмм капитан Сергей Семенов, Нюргун Сергин. Ну да, Женский турнир там не написано. есть. Тоже надо озвучить. Ну, победа присуждается чисто техническая победа присуждается Максиму Толмачеву, и он обладатель бронзовой награды 8-х спортивных игр народов Якутии. 50 до весовой категории до 50 килограмм. В финале, в золотом финале будут выступать Александра Копылова и Ксения Леханова. А в весе до 55 килограмм Евгения Огородникова и Александра Карамзина. А в весе 59 килограмм Светлана Васильева и Севиль Назарова. Сейчас будет борьба за бронзовые медали. 6 схваток мы увидим. И сразу же финалы. Ну да, финалы получились достойные. Да, Все очень финалы, интересные да. финальные встречи будут, поэтому любителей
Республикада оттаран ақсыз Барселоналарын уатын омадан еске тігісті. Келінлері білген Белоруссия республикадагар көрі істі сүбәли күректі хилерге Вот уже Нет, Голову показывает. да, сразу финал. Да. Сразу финал неожиданно, но финал девушки, наверное, в другом ковре, а мы будем наблюдать за финалами. 5 категорий у нас сегодня, 57 килограмм. Лидеры этого сезона. Мы видим борца в синем трико, чемпиона мира среди молодежи, среди юниоров Петра Копылова, мастера спорта, представляющий сегодня Северо-Восточный федеральный университет. И выйдет он против борца, представляющего Сунтарский улус, призера нынешнего чемпионата юниоров Российской Федерации, чемпиона Республики Саха-Якутия Лев Павлов. В секундуре это Петра Копылова, его тренер Яков Филиппов, заслуженный тренер республики, выпускник Ленинградского института имени Петра Францевича Лесгофта, ученик Гаврила Афанасьевича Троева, представителя Якутии в Санкт-Петербурге. Гаврил Троев сейчас живет, работает в Санкт-Петербурге уже не 1 год, а больше 40 лет там уже. В свое время Гаврил Афанасьевич был тренером, массажистом сборной команды страны, участник 2 Олимпийских игр в качестве тренера-массажиста. Мы на экране видим Да. путь прохождения. Поэтому, 3 дорогие победы земляки, каждый имеет. сегодня мы его об этом громко говорим. Ну, вы наглядно видите, кто кого победил. 3 раза выходили эти борца до 1/8 финала. Лев Павлов выиграл борца Алексея Копылова, Намский улус. 1/4 финала взял верх над Никифоровым. И в полуфинале вчера выиграл у Белолюбского. А Петр Копылов выиграл у Ашейна. В полуфинале, в четвертьфинале выиграл у Винокурова. И в начальной 1/8 финала он выиграл у амгинского борца Медловца. Подготовка борцовского ковра идет. Петр Павлов является до сих пор кандидатом в мастера спорта, но он выполнил уже мастерский норматив. Все готово. Яков Филиппов тоже готов. И борцы вызываются в центр ковра. Разыгрываются первые золотые медали. Весовая категория до 57 килограмм. Лев Павлов красной стороны ковра и Петр Копылов с синей стороны ковра. Свисток, сейчас буквально все готово. Судья, арбитр Степан Скрябин. Борьба начинается. Да, начинается борьба в низкой стойке. Лев Павлов знает, что Петр Копылов может пройти в ногу без его запроса. Не очень... Да, это характерная борьба Копыловых. Они работают всегда. Подножка была, и действия не оценены. Да, очень хороший
Активно работает арбитр. Что случилось? Ну, кто-то там мешает, наверное. Кровь. Это, да, остановка. Очень много было движений активных, но баллов нет. 0-0. Оба оказывались в трудном положении. Я еще раз подчеркиваю, что братья Копыловы могут блокировать одну руку, любую, правую, левую. Вот тоже такая же борьба. С этого положения они начинают свои атаки. Ну, это очень хорошо, они вот этим грозным орудием владеют. Связывают руки, тем самым блокируя, они создают себе удобное положение для атак, для проведения приемов. Вот снова берет вот правую Завязывает, руку. Да, отключает правую руку. Выше. Но лев спускается вниз. С этого положения он задним подножком попытался, чуть-чуть не довел это действие свое. Это домашняя заготовка, скорее всего. Ну и сейчас лев тоже вот хочет. Пока Петр Алексеев поощрен 1 баллом за свои активные действия. Остается совсем мало, минута 13 секунд для окончания первого периода. Но картина борьбы не меняется, ребята работают, На руках ищут свою излюбленную манеру борьбы. И пока в этом преуспевает, конечно, Петр Копылов. Но Лев Павлов тоже исключает правую руку Копылова и не дает ему бороться, разбивать эту завязку. Остается 43 секунды до окончания первого периода. Но пока почему-то Лев Павлов, вчера он был более активен в полуфинале. Ну, сейчас ждет, момента ждет, видать. Пальцы. Очень быстрые борцы, поэтому тут каждое движение должно быть посчитано. 20 секунд осталось. Невозмутим. И вот такой пока Павлов Лев считает, что пока идет по его плану. 10 секунд. Да, Петр Павлов пытается... Копыловте. Петр Копылов пытается завязать уже левую руку. Но 30 секунд для обдумывания следующего действий в следующем периоде. Яков Павлов, Егор Старостин дают ценные советы. И Яков Филиппов, а тут уже Николай Данилов. и Станислав Яковлев, ведущий тренера УЛУСа, да, и можно сказать, и республики. Они на сегодня очень хорошую, слаженную команду подготовили. Переспросил Лев, какую-то уточнил, скорее всего. Ну, Но здесь опасно в том трехминутка. для Петра Копылова, что ему сейчас могут дать поощрительный балл Павла, но Вот очень, поймал, да. Да, очень хорошо. Неосторожное движение головой вниз Блокировал было локоть и сразу накатывает. переворачивает накатом. Да, еще держит в опасном положении, ножницы да. еще. Да, не дает себе. О, Лев Павлов удивлен событиями. 30, всего 28 секунд, 5-0. У Копылова Петра опять появляется кровь в ноздре, да? Да, да, там царапина. Царапина, да, царапина, ничего опасного нету. Ну, просто кровь может мешать. Но мне показалось, что 6 баллов в этом движении заработал. Проход ноги 2 балла, накат 2 балла и ножница 2 балла. Но здесь он получил пока 4 балла, но никто протест не предъявил. Это означает, что все по правилам. Это только на мой взгляд. Лев Павлов, да, видели, как он удивился? Ну, сейчас вот что-то он сделал, но он, видимо, мешать будет в глазах
Ну, посмотрим. Нет, борьба начинается заново. Со счета 5-0 впереди Петр Копылов. Он обезопасил себя от предупреждения. Атака. Ушел от этой захвата ног. Вторая Снова атака. Вторая повторная атака. Очень активно Султанского начал спортсмена. вот последние секунды, да. Уже догонять это ему надо зарабатывать технические баллы. Но все время Лев пытается, играет со стойкой, то спускается очень низко, то поднимается, очень варьирует своей стойкой, начинает активное движение по ковру, ложная атака, но не поддался Петр Копылов. Минута 40 секунд осталось еще. Да, предупреждает Копылова, но это уже дают балл Льву Павлову. Ну, Лев Павлов пока не раскрывает, не создает себе вот таких очень хороших моментов для проведения приемов атакующих, оцененных приемов. Ну, пока это не удается. Ну, а Копылов-то он уже Опытный, знает, да, опыт, опытный мастер. все-таки международных встреч побольше, чем Минута осталась, и это чтобы тоже получить 4 преимущество. балла. Павлова, ложная тоже атака, но все это контролировал, видел Петр Копылов. Ну, Петя очень спокойно. В таких Спокойно, передрягах, да. конечно, он был Да. много раз. Сохранял, он всегда умеет сохранять выигранные баллы, умел. Но сейчас посмотрим, 30 секунд осталось. Дефицит 4 балла или гандикап 4 балла в пользу Петра Копылова есть. 20 секунд. Ну, 20 секунд для одной атаки, но с продолжением. Но правильно Степан остановил встречу, дал замечание, что потребовал, что боролся Копылов тоже. Но тут уже остается 10 секунд. И эти 5 баллов, 4 балла он не даст, видимо. 5 секунд, да. да. Мы сейчас можем через 2 секунды поздравить Петра Копылова. Университет получает золотую медаль, первую для вольной борьбы. Сегодня триумфатор, чемпион, золотой медалист 8 спортивных игр народов Республики Саха-Якутия по вольной борьбе весовой категории до 57 килограмм Петр Копылов. Да, наконец-то Петр Копылов получил вот чемпионское звание. Да. Но мы это поздравляем Петра и тренера Пети Филиппова Яков Яковлевича. Вот он. И Егора Николаевича, старостного тренера, ответственного тренера университета, команды университета. И вот очень хороший, вот видите, какие приемы он приложил. Анонс. Сразу провел в Анонс. комбинационном стиле 2 хороших оцененных приема. Сейчас, дорогие друзья, мы видим борьбу за золотую медаль весовой категории до 61 килограмма. Выйдут 2 лидера, 2 бронзовых призера. Один в чемпионате мира, один в чемпионате Европы прошлого года. Борец в красном трико, представляющий Амгинский улус, выступающий за Македонию. Мастер спорта международного класса, чемпион Европы среди молодежи, призер чемпионата Европы среди взрослых. Против него выйдет Владимир Егорова, видите, против него выйдет мастер спорта международного класса, выступающий за Усалданский улус, представляющий Беларусь в международной арене, бронзовый призер чемпионата мира Ариян Тютрин.
И Виктория Барашкова Арбитр на ковре. в этом ответственном поединке назначен. Ну, сразу Да, надо сказать, что все ждали этот поединок. сильнейшие борцы, сегодняшние представители, достойные представители школы якутской, школы борьбы. Один представляет Амгинский улус, другой Усалданский улус. Но сегодня они лидеры, которых мы равняемся, наша молодежь на них равняется. Вот сейчас на арбитра поменяли, арбитром назначили Аркадия Тастыгина, ведущий судьи международной категории в российском ковре. Да вот сейчас действительно очень ответственная встреча. Два сильнейших спортсмена, представители якутской школы борьбы, сразу будем говорить об этом. Сегодня они достойно защищают, представляют якутскую школу борьбы в европейском и на мировом уровне. Но центр борьбы, центр ковра сейчас за Арианом Тютриным. Почти 40 секунд ребята отборолись. Но Виктория пока никого не выделила. Атакует. Да, извиняюсь, да, вышел опытнейший Аркадий Тастыгин. Тастыгин. Да, здесь судья международной категории. Но это, да, это такое бывает. Минута прошла, Аркадий Тастыгин пока тоже даже уст предупреждает. Но это видно было, что центр доминирует в центре Ариан. Устное предупреждение Егорову. Пока как-то вот тактическая борьба идет, да? Да, в тактическом плане они построили встречу, видимо, во втором периоде они будут, наверное, очень активно бороться, действовать будут. А сейчас идет встреча в выжидательном плане идет. Уважаемые телезрители, мы воочию наблюдаем, благодаря 8-м спортивным играм народов Республики Саха-Якутия, настоящих профессионалов, больших мастеров спорта международного класса, выступающих за государства Македония и Белоруссия, лучших сынов на сегодняшний день по вольной борьбе. Красным триком мастер спорта международного класса Владимир Егоров, Амгинский улус. И синим триком мастер спорта международного класса Ариан Тютрин. Остается 40 секунд до окончания первого периода. Поощрительным баллом от судей пока идет впереди Ариан Тютрин. Завязка идет, ждут. Ребята, вот сейчас попытка была со стороны Ариана, атакующее положение, но он его вовремя остановил, встретил. Концентрация Егоров, величайшая, да, ребята контролируют действия очень соперника. четко, внимательно. Вот атака, но зона пассивной, но нет, все зашли в рабочую зону. Опять Балл, снова да, атака. это рабочий балл. Это уже один балл. Прочувствовал Ариан Тютрин конец периода и заработал рабочий балл. Это дает ему преимущество в том плане, что его не накажут за... Ну, это очень хорошо. Он за блокировку, да, это грамотно. Ослабленное положение заметил и повторную атаку сделал, и тем самым заработал одно техническое действие. Ну, сейчас, да, Иван Дмитриев и Захаров, Михаил Захаров, тренера сборной команды Усалданского улуса, и там С дальней дистанции, да, тренер дали советы своим, наставления своим ученикам. Ну, второй сейчас период начинается, 5 секунд уже борьба идет, счет 2-0. С дальней дистанции в последней секунде Ариан Тютрин проходом за... Это попытка также пройти, сориентировался и... О, охват, но...
Здесь важнее, кто вышел, наступил первым. Ну, обоюдно. Нет, очень, дают хорошее Ариану за положение. атаку Да. 1 балл, 3-0. Да. Но пока преимущество действительно есть у Ариана, он более конкретным образом атакует и снова дергает. Повторной атаки мы не увидели, но не спешит, правильно делает с одной стороны. Это хорошо, когда он завязывал, хотел руки завязывать, атаковал и правильно сделал. А сейчас уже атака Егорова, но тут застрял он, встретил Арьян его. Ну, будет Минута держать. 50 тут, остается, видимо, здесь арбитру надо помещаться, да, он поднимет. Опытные спортсмены, все-таки участники, медалисты европейских, да, мировых чемпионатов, это очень, очень много говорит, это иметь в таких больших соревнованиях, иметь, перевести на родину медали, это, конечно, престижно. Да, дается сейчас еще мы раз видим, предупреждение да. Егорову. Но по борьбе могу сказать, что по результатам Ариан Тютерин очень юном, ну как молодежном сборной России выступал, уже выходил, он призер чемпионата России по молодежи. И сразу же через год в чемпионате России среди взрослых занял 3-е место. Он несколько раз становился несколько раз призером чемпионата России стал. Но он борец. Минута остается, 4-0. Все баллы получил, 2 балла техническое действие и 2 балла поощрительных, Ну, с предупреждением. меньше минуты остается. Точнее 45 секунд. Да. Ариан-то чуть-чуть. Но сейчас мы Да, увидим остановил активные свой действия. натиск, Но да. должны увидеть от Егорова. Ну, Егоров ждет момента, но вот момент он, видимо, Ариан не даст. Он крепко, очень внимательно смотрит, видит ситуацию, Но положение. в такой тактической борьбе в чемпионате мира Ариан, к сожалению, допустил ошибку. Да, Мы вот это сейчас помним. От российского борца Вот тут Мангуша. 1 балл, по-моему. 1 балл, 1, да. 4, 8 секунд. Но это Ну, мало для да, ну, хорошей это уже атаки. победа. Со счетом 4-1, очень упорной борьбе, но с первых секунд, доминируя, победу одержал. И в весовой категории до 61 килограмма. И в радость, восхищение своих болельщиков на родной земле. Золото переносит Ариан Тютерин, Усалданский улус. Сегодня он боролся в синем трико. Мы ждем еще один интереснейший финал. Айсен Потапов и Нюргун Скрявин. Вес 70 килограмм. До 70 килограмм. Что-то мы Жуматая не увидели. Он, наверное, готовит Нюргуна к этой схватке. Да, Айсен Потапов является чемпионом нашей республики. Ну, повторе показывает нам, какие моменты были. Ну, я думаю, что недавно Владимир Егоров участвовал в среднеземских играх, занял в непривычном себе весе 65 килограмм 3-е место. Большие перелеты, время это, да, занимает. И мы третий финал смотрим, борьба за золотые медали. Айсен Потапов сегодня в этом туре очень показал себя броском спортсменами. И Нюргун Скрябин, который имеет
тоже опыт больших побед. Чемпион Ярыгинского международного турнира, который сейчас считается малым чемпионатом мира. И призер Европы, да? Да. Чемпион, Многократный чемпион Беларуси еще Да. добавим. да, конечно, у Нюргуна очень много опытный спортсмен, много опыта в международных встречах. Вот сейчас внимательно за Нюргуном следят тренера Сегодня его, Нюргун выступает за Гаврил Мегина Кангаласский. Игнатьев и За родину. Александр Петицын. Но он за родной улус, за родину выступает. А Айсян Потапов за Верхоянск. Да, свою тоже он сам оттуда. И сейчас вот очень В силовом аспекте, конечно, Айсен будет доминировать. В верхней борьбе на плотном захвате Нюргун-то может... Он раньше, когда еще чуть-чуть, года 3-4 назад... О, самоклад чуть не случилось. Но это... Остановка. Просто физики не хватает Нюргуну в такой завязке. И он отчаянно пытался... 2-0 пока. Я просто расскажу мысль, что Нюргун умеет очень бросать, пользоваться мельницей. Да, он есть такие коренные приемы у него. Он И два очень этими коварных приемами приема в очень, портере да, имеет. очень хорошо владеет ими, при создавшихся ситуациях он проводит эти приемы. Ну, они и кладочные приемы это. Что же? Почему остановили? Это передняя подножка с разворотом это хотел сделать. 2 балла, а тут против сустава, видимо. Но тут можно и продолжить, можно и остановить. Но арбитр остановил эту встречу, потому что он А сказал, почему да. дальнейшие... В чем дело? Ну, против был сустава, протез, скорее всего. Но вот челюсть-то за что они бросили, вот это я не могу понять, что они хотят. Наказание? Может, что ли? каким-то неуловимым движением при передней подножке разворотом наступил, наверное, Айсен? Может, это Куда увидел? наступил-то? Наступил на ноги просто. А нет, переводит порядок, ковер. Вердикт Николай Дмитриевич Николаев принял. Мы слышали это через... И еще посмотрим табло. Третий балл за Еще 1 челлендж. балл. Да, просто Правильно. подарили Мегина Кангаласы. Полторы минуты в борьбе. Счет 3-0. Айсен за счет своего физической мощи пока впереди. Вес до 70 килограмм. Вот атака Нюргуна. Хотела, да, с клещами тоже переворот сделать, но не... должен подняться. Да, сейчас. Да, в завязке он вышел пока победителем. 2 балла. Разрыв сократился. Да, надо... Нюргуну, очевидно, надо борьбу ближе к ковру, проходами. С близкого расстояния. Да, нужно близкое такое. расстояние, снизу, Да. да, переводом в партер заработать технические баллы. Остается 40 секунд до первого периода, вес до 70 килограммов. Борец в красном трико Айсен Потапов, Верхоянск, чемпион. И второй раз проходит также. Атака. Вторая такую же атаку проводит. И 1 балл, да, просто 1 балл взял, но это технический балл. Вперед выходит Скрябин. Все конечные это, движения Игнатьев? в пользу его. Гаврил Сергеевич-то что он хочет? Не могу понять. 30 секунд. Ну, есть... Ну, бывает такое... А Верхоянский Лев Михаил Наговицын не даст. Да, атака на Викторию. Его боковый судьей. Что хочет он?
Нет, за активный вынос хочет 2 балла. А балл получил за просто зону безопасности. Асен вышел, за это балл дали. А, ну, считает, что это был вынос на 2 балла. 13 секунд остается, 3-3. Впереди Нюргун Скрябин. Но мы еще раз повторим, Нюргун выступает в весе до 70 килограмм. Это на 1 вес выше. А Айсен Потапов считается в этом весовой категории. О, сейчас сразу мысль прерву, скажу про Артура Константинова. Артур Константинов последние 2 года очень плодотворно работает в тренерской стезе. Да, он призер чемпионата России, бронзовый призер, мы Советского помним, Союза. да, в Якутске стал. И сейчас он Виктора Рассадина тренирует, Айсена Потапова и Ну, очень техничный да, вот спортсмен. и Портерию ребята Да, очень добавили тренер, Портерию. состоявшийся тренер, ученик 3-3. Киевской украинской школы 5 борьбы. секунд прошло. Уроженец Знаменитого Сангинского тренера улуса Артур Георгия Константинов. Анатольевича Буракова. Ну, тут борьба возобновилась. Решающий период. Счет баллов 3-3. Атака Захватил застопорилась. клещи железные Да, Айсен Потапов. Железная хватка Потапова остановила стремительную атаку Нюргуна Скрябина. Ну и сейчас идет продолжение схватки. За локоть контролирует Нюргун. Но доминирует пока еще Айсен Потапов. Сил хватает, но ему надо решиться на атаку. Без атаки в этом поединке чуточку он подготовить, не да и дождется атаковать. ошибку Да. от Нюргуна, я думаю. Ну, создавать положение нужно. Вот атака Нюргуна. Да, в голень. Да. Голеностоп атака от Нюргуна. И сейчас поднимется. А, Нет, да, посадил. чуть, но зато он поднимает руку, ноги поднимает. Вот это 5, железные 2 балла, да. балла. Трудовых очень, Да. с хорошей завязки вышел победителем Нюргун Скрябин. Но скажем, справедливо скажем, что атака была, первые движения были от Нюргуна, 5-2, минута 30. Очень интересная борьба. Остановка, да, врач, опять врач. Ну, это как бы... Кровь, если кровь, то сразу остановка. Это, Рассечение бывает в борьбе, как в боксе. ну, это требование международных правил борьбы. Но это должны судьи. Но Да и функционально участники Нюргун сами, очень да. хорошо готов. Это отметим, что такое напряжение силовое выдерживать надо иметь определенные тренировки, ну, пройти большой Ну, объем опыт. нагрузок. Навыки Минута у 7 Нюргуна секунд. хватает. Он за эти годы сколько тренировок, сколько Ну, Айсен как-то тоже стих, да? турниров прошел. Естественно, опыта очень, международные встречи очень много у Нюргуна. И это позволяет ему в спокойном темпе бороться, в мыслях. Он уже рассуждает, как идти. Вот атака, снова атака. На ту же Всё-таки ногу. атакует Нюргун. А он и этот балл возьмет, потому что потихоньку, Да, в завязке он это его он как... оставит вниз, но скрестил ноги Потапов, но это очень плохо. Сейчас он поднимется. Поднимется. 22 Нюргун секунды. спокойно поднимется потихоньку. Вот это, Он ждет руку в клещи взять. да, запястье. Ну, Да, не получается, пока Потапов это знает. ну, Свисток. Да и Нюргун предъявляет арбитру. Он хотел, наверное, баллы получить, а арбитр, он говорит о том, что он поспешил с риском. Ну, 10 секунд. у каждого свои мысли есть. Арбитр тоже ждал, пока он 5 поднимется, не секунд. поднимется. Да. Атака, ну, отчаянный бросок, скажем, здесь.
контроль за корпусе, отдает балл. Последняя время уже секунда, он закончилось, в табло, да. ему было видно с лицевой стороны табло. Чемпионом 8-х спортивных игр в весе до 70 килограмм заслуженно становится мастер спорта международного класса, призер чемпионата Европы, многократный чемпион Беларуси Мегина Кангаласский улус Нюргун Скрябин, борец с синим трико. Ну, Да, поздравляем ну, всех. грамотно, очень Да. техническая стратегия борьбы и тактика была. Представители команды Мегана Кангаласского улуса, особенно хотим поздравить ученика, тренера Гаврила Сергеевича Игнатьева, эмоционального нашего тренера, молодого вырастающего тренера Гаврила Игнатьева, его достижением этой золотой медалью 8-х игр. Вот сейчас, ну а там много их скрестило, этот арбитр-то не смотрел, что вот это не разрешается. Ну, Радость, Мергун-то да. это ждал, Скупая вот, радость да, чемпиона. Он бремя чувствует, опыта у него хватает. И очередной 5-й финал чемпионы России. Но, правда, в весе 61 килограмм. Сейчас вес на 13 килограмм выше. Егор Пономарев, мастер спорта международного класса, тренер сборной Республики Саха-Якутия, Чурапчинский улус и пятикратный чемпион нашей республики в этом весе Константин Власов, Мегина Кангаласский улус. Да, Константин уже успел 5 раз чемпионом республики стать. Молодой, успевающий борец. Но Ну, Егор иногда он опыт, становился опыт, чемпионом да, от Чурапчинского улуса. Да, опытнейший спортсмен. Года Егор студенчества. Пономарев. Правда, большие тренировочные нагрузки он остановил. Он сам работает тренером. Представитель Чурапчинской школы борьбы, тренер. Яковлев, его тренер, заслуженный тренер республики, и Кирилл Николаевич Захаров, ой, сейчас Алик Макаров, много Да, тренеров, большой целая весе бригада. Егор. Да, Егор Яковлев, первый тренер, который в филиале, Сланском филиале Чурапчинской спортивной школы. Да. Ну, Егор — это история развития и удачных выступлений Якутской школы борьбы, различных турнирах, в том числе чемпионата Российской Федерации. В свое время он был чемпионом России, призером чемпионата в России, победителем многих международных турниров, представитель, уроженец Чурапчинского района, Катанавского наследия. Оттуда наш великий, знаменитый тренер, учитель, новатор Дмитрий Петрович Коркин с одного поселка Наслега. Оттуда и Алексей Николаевич Ермолаев, первый мастер спорта международного класса среди якутских спортсменов. Оттуда чемпионы Советского Союза, братья Марпуновы, Семен, Михаил, Иннокентий, борцы, мастера спорта, призеры чемпионата в России, Афанасий Захаров. Но и к этому добавлю, что Егор Пономарев является очень спокойным, и все члены сборной России отмечали те годы его трудолюбие и характер, и очень выверенные культурные отношения со всеми представителями сборной. Это всегда подчеркивалось. И сборная его уважает, Егора, но в этом весовой категории авторитет все-таки Константин Власов, пятикратный чемпион несменно вот 17-го года, как мы уже отмечали. И Костя сегодня выступает за Мегина Кангаласский улус, который претендует на общекомандную победу.
Поэтому такие страсти были у Ну, сейчас Игнатьева. молодость Да, идет нет, вперед. здесь просто Да. физическая сила на стороне. Да, ну, естественно, он А Егор-то известен тем, что он любого человека может до такой степени измотать, что тот и да, на коленях уходил, говорят, с ковра. Правда, я такого не видел, но в этом, когда ну, он сейчас становился чемпионом в доминирующее Казани, да, положение у Константина, естественно. 3-0. Счет-то уже 3-0. Ну, вот сейчас, Егор атакует, да, да. вот и из любимая его позиция. С предплечья за корпус и выталкивание. не получается. Мимо, Егору, да. здесь, да, неспортивное поведение. Ну, тут Ну да, правильно удержаться судили, да. надо было. Просто такие клещи взял. Наверное, дыхание перехватило маленько, скорее всего. Ну, это разрешимый захват. Неразрешенный трико не разрешается. Правилом Ну, не не за запрещается. трико-то нет, я говорю, вот... Клещи, которые да, сверху, да, это разрешен. за штаны, за рубашки, конечно, нельзя. Это понятное дело, но это он нечаянно, видимо, в пылу. Он... Я тонкий юмор понял, Семен Сергеевич. Конечно, за штаны и за рубашку можно только стирку бросить. А в трико тоже запрещается. Настырная, упорная атака молодого спортсмена Константина Власова, она оценивается. Но Да Егору Пономареву надо что-то предпринимать кардинально. вот тренера сборной команды и Мегина Кангаласка, и Чуровчинского района нам показали крупным планом. Опытного мастер спорта Кирилл международного Захаров, класса заслуженный найдет, наверное, тренер республики, противоядие. и там рядом Алик Макаров. Ответственные руководители Чуровчинской сборной команды по вольной борьбе. Ну, с той стороны... Но Егору надо чуть-чуть пониже стойку перейти, фронтальную даже, и пытаться атаковать за ноги. А в верхней борьбе, верхней стойке, ну, видно, что кости сильнее намного физически. Но вот как будто услышал меня, пытался пройти, но ничего этого не получилось. Осталось 2 минуты 28 секунд. Воспитанник школы номер 3, сейчас тренер, преподаватель, один из молодых, опытнейших арбитров. Кировошапкин, ну это хорошо, но все-таки Константин владеет ситуацией очень хорошо. Оставляет хорошая атака Егора да, Пономарева. Да, до конца не проделанной, конечно. Да, но, здесь отрыв, да, тоже да. клещами отключил мышцы спины, и за счет этого Егор Пономарев подпустил свой захват. И Костя с большим желанием идет, да, на обоюдный захват. Ну, конечно, Контролирует голову. Ну, здесь комфортно чувствует верхние стойки. Все-таки чуть-чуть крупнее, помощнее, чем Егор. Это его родной вес практически нашей республики. Вот и спокойно ведет встречу. Ну, Минута счет 20 осталось. И финальная борьба. Да, здесь, да, скорее всего, здесь Мегина Кангаласы получит первое место, если Егор Пономарев не будет атаковать проходами. Но он просто показывает ложные пока движения. Может, он рассчитывает на бросок. Но в исполнении редко мы видели в исполнении таких амплитудных бросков. Остановил за голову. Да. Но не находит пути решения, не пробить пока еще Константина Власова не удается. 1 балл получает Егор Пономарев, мастер спорта международного класса, но остается всего 25 секунд. Но проблеска нету. Но вчера Нюргун Сергин, да, в последних секундах выиграл же.
Максима Толмачева. Всякое бывает в борьбе. 10 секунд. 3-1. Ну, последняя Да, я атака. просто тут ошибку он остался дождался, без. Константин, и все. Нужно давать Егору, конечно, нужно, его надо поздравим, давайте его все-таки. Очередной раз, Естественно, да, давайте да. будем считать, что Да. чемпионом 8-х спортивных игр народов республики становится Константин Власов и добавляет пятикратному званию чемпиона республики звание чемпиона спортивных игр. И очень нужная победа для Мегина Кангаласского улуса в прямом противостоянии чурапчинцами, да? Да, но Егора тоже надо поздравить. Он в Да, возрасте, Егора, да, конечно, возрастной да, спортсмен, и в волевой интересах человек, команды выступает. ответственный спортсмен. Ну, за родной улус, это серебряная награда, это тоже подарок такой хороший. Поэтому Егора надо тоже поздравить, я так считаю, потому что он в возрасте, да вот, с молодыми ребятами он боролся, да вот, дойти до золотого финала, завоевать серебряную награду, это большое достижение в возрасте, в возрастном человеке. Да, еще у нас еще один мы не перевернули. И крайняя 5-я весовая категория. Вес 86 килограмм. Мастер спорта международного класса Герман Устинов и Айсен Капырин. Атака, да. Устинов с одной атаки получает 4 балла. Ну, очень хорошо. Ну, здесь класс Германа Устинова, да, выше. Но не забываем, что Айсен Капырин выступает за родной улус. Перехватил инициативу Герман. Ну и в спокойном темпе ведет встречу. Уже 6 баллов имеет. Но они друг друга очень хорошо знают, и все, ну, просто класс мастерства у Германа намного выше, опыт выступления. Он в свое время тоже выступал за сборную России в молодежном уровне, выходил, получил звание мастера спорта международного класса, и это сразу видно по этой схватке. 6-0, только первый период, остается еще 3 минуты 30, здесь лампочку уже подвел под себя. Нет, просто забегание хочет сделать. Ну, 2 балла, это уже 8 баллов. Схватка остановлена. Ну, уровень мастерства, конечно, заметный. Айсен пошел Да. в атаку. Хочет вытолкнуть. Поднимает Германа очень высоко, но за блокировку, за тычок в лицо просто устное замечание. Минута до первого перерыва. Ну, и есть еще 1 минута почти. Минута, да, есть, минута есть. Это много. За этот период времени Герман может провести несколько атакующих действий и сможет остановить встречу. Но Айсен пока- Капырин пошел в бабан, Да. в силовую борьбу. Ну, чуть-чуть ребята поостыли, ждут Окончание периода. да, окончания периода, поэтому таких
Герман Устинов тоғызан бесіллах түрек. А так Айсен Капырин кенелігітті нету. әттасты. Әметі Ну, оған бесіллах остается түрек. Герман там, да. Устинов может принести Республикаға Нюрбинскому улусу с такой борьбой золото, да? Да, конечно, пока очень... Вот сейчас Будимир Григорьевич дает ценные указания своему ученику. Яқонды қағынянар Ақсан Алтабиге Йорпан Йоркуна Герман Устинов тоғатығары. Видим проход ноги. Посадка будет сейчас. Да, с подбивом ноги посадка и сразу же накат и 4 балла. Вот. Ну, прием действие начиналось с красной зоны, так, с Ну, ковра. с Да, ковра. правильно все стянуло. 6-1. 1 балл заработал Айсен Капырин. Поощрительный этот балл был. Но пока не дает... его силовая борьба не дает таких дивидендов. Герман его успевает за счет своей скорости и антиметрических данных проходить ногу. Но не хватает Айсену этих отточенных движений, проходов, да? Да, таких поставленных, Технических действий. отработанных приемов у Айсена все-таки нету. Пока нету, не видим. Ну, было бы, он что-то сделал, но пока нет. Ну и по классу все-таки у Германа выше. Да, выше. Да, поэтому тут просто нужно Капырину в будущем еще много-много тренироваться, можем так сказать. Но это уже Но надо искать в зависит этой от финале, него. в этом финале все-таки Да, он вышел искать надо борьбу. финальную сдачу, ну, часть турнира. И это для Капырина это успех, я бы сказал, отметил бы так. Но, может, он против этого, но все-таки серебряная награда – это большое достижение для него. А в будущем вот Проход это ногу, всё да, зависит от чуть-чуть. него. Ну, это так попытка прошел была. и да, Да, остановил. Это попытка, да, инстинкт попыт- какой-то. Да, попытка была, И вышел обратно. ну, Минута я же 30 говорю, он остается. уступает. Вот Герман сейчас. На ошибки ловит Айсена. Ну, тут Семен Сергеевич, но я скажу, что в родном ковре на глазах своих болельщиков можно прыгнуть через голову. Серебряная но медаль это утешительная медаль. не всем Всегда так получается. говорят же, да? Ну, не всем Обиднее. получаются такие защитные Это, Класс есть класс. да, дагестанские ребята обычно вот такие кульбиты делают. Там. Гайгереев, например, обычно он чемпион мира-то. Но это не всегда. Атакует, пока напрягает Айсен Капырин, но атака в корпус ничего, вот в течение 5 минут не перенесло ему, но он пытается. Ну, конечно, да. пытается, работает. Нельзя же сказать, что он стоит или просто отдает балл. Не, он тоже хочет что-то зарабатывать. Но пока 30 нет, не секунд. уступает он. Да. И Ну, Герман вот успокоился, потому и- да, вот ну, сейчас потому и контроль. говорю, что ему нужно работать и работать, и еще раз работать. Вот он, вот. Тогда придет и мастерство, и опыт, все придет. Да. Просто нужно Всего 10 сознательно, секунд да. разделяет очередной золотой медаль Герману Устинову. Это очередной Герман медаль уйдет. успокоился, это Нюрбу. последнее, Да, еще да, это ловит. уже 2 балла. 8-1. Засчитывается, вот только что время. Но это 2 балла засчитывается, потому Да, что... все да, те лидеры нашего финалов сегодня получили золотые медали. И Власов, и Устинов, ну, сейчас и все Ариан деньги Тютрин, и ну, отчаянную попытку защитить свой титул молодой и очень хороший борец Яков Павлов, но здесь
Лев Павлов, но здесь Петр Копылов показал достойную борьбу. В остальных весовых категориях победа была за фаворитами. И сейчас выходит капитан команды сборной республики. Вчера до последних секундах вырвавший победу хорошего борца Максима Толмачева, своего друга, но против него сегодня вышел борец в красном трико, намский мастер, который в интересах команды чуть-чуть посушился, наоборот, спустился на 97, Сергей Семенов. Но здесь тоже борьба будет, но будем откровенны, что на данный этап времени большой объем тренировок имеет Нургун Сергин, который почти зимовал в Осетии, искал там своих спарринг-партнеров. Ну, осетинская борьба, вы все знаете, понимаете, там крупных, крепких, мощных, Но очень ребят бросковый очень Сергей много, Семенов, он может... титулованных мастеров ковра очень много Осетии. Ну и, конечно, поэтому там нужно тренироваться, научиться. Тут плохого ничего Перед нет. пандемийным чемпионате, который проходил в родных стенах в Нанском улусе, да, Сергей Семенов одним броском бедром завалил и победил в туше Евгения Алексеева, да, это было тогда еще пол. Там еще такой был, оркестр играл, живая музыка была, этот чемпионат я тоже хорошо помню. Тогда он классно выиграл, и может поставить определенные вопросы Нургуну. Постников там видно было. Контроль головы, но пока опасной зоне. Нургун догоняет. Да, пока баллов нет, Но оцениваемых таких технических действий не проведены. Пока вот подсечка, но нет. да, это излюблено. Так, переднюю подсечкой Нургун пользуется. Даже в чемпионате России этим пользуется. Но самая хорошая черта у Нургуна, он очень выносливый, функционально развитый борец. Ну, это же хорошее качество спортсмена. Вот в техническом плане нужно, Добавить, да? да, добавить надо. Сейчас Атаку, вот, проход, да, да, капитально надо да. иметь такой Ну, это поставленные такие движения. ошибки, я думаю, 1 балл. исправят. 2-0 будет. Тренер 53 Тренер, секунды еще бороться в Сергина первом внимательно периоде. смотрит Степан Петрович Сипцев, наблюдает исходом встречи. Да в силовых качествах Сергей-то должен был поддавливать, но Нургун не поддается никак. Еще вытаскивание 3-0. Да, 3 безответных балла имеет Сергин. Остается совсем мало до окончания периода. 7 секунд. Да, сам на себя озадачен Сергей Семенов, мастер спорта. 4-0. Первый перерыв, второй период еще. Но здесь, Нургун да, Сергин. Нургун Семенов пока... Нургун Сергин сейчас доминирует, а Сергей Семенов, ему надо думать. Конечно, но Нургун Сергин — это представитель Тас-Уряха Мирнинского района. Он оттуда родом, земляки большого мастера ковра Александра Иванова. Да, и, конечно, в свое нужное время он получает ценные указания, навыки борьбы от знаменитого нашего борца
Александра Николаевича. Ну, сейчас посмотрим, как будет дальше развивать этой трехминутки, какие он приемы может одолеть этот. Но Мирнинский Да, улус в да, этом году, в да. этой спартакиаде, ну, если зайдет, даже могут зайти в шестерку. Два чемпиона. Аронов тоже вышел. Да, 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 да. Да, и Борис, который боролся в 82, Вот да, проход хорошо. ноги. И Нюргун сейчас может стать Да. чемпионом. 3 чемпиона могут. Два чемпиона-то могут стать. Ох, кто не взял, не получился захват. Можно говорить, что прием. в тяжелых весах категориях чемпион Мирнинский район. Да. 2 минуты 30 секунд остается. 4-0. Да, вот я думал, что Сергей Семенов-то должен поддавливать, а Нюргун спокойно его вытаскивает за ковер. Это не дает ему ни минуту покоя, да, все время в напряжении, все время в атаке. И это сразу же замещается, еще один балл. Нет, отдает 30 секунд. После этого поощрительный балл получит Сергей. 2 минуты. Зона была, опасная зона. Сергей ушел ногами от той зоны. Но это самый спокойный Да, спокойно. финал встреча идет, получился. финал. Ну, чуть Шестой и выше, да. 8 балл, пятый, 6 балл получит. Ну, Но сейчас время закончится, еще 1 балл получит, 6-0. Минута 40. 34 остается. Начинает искать борьбу с дистанции, с проходами за ноги, но Нюргун это почувствовал и стойку чуть-чуть понизил. И не дал возможности расстояния, да? да, да. Глубина дистанции не позволяет Сергею надеяться на прыжок и на отчаянный бросок, потому что он понимает, что провалит его обязательно. Ну, сейчас 7-0. уже сколько баллов? Там 7 баллов отрыв. У Сергея имеет 7 баллов. Естественно, он за оставшуюся Минуту. за минуту он эти баллы не даст. Ну, сейчас попытается Сергей Семенов атаковать. Но все равно спокойно защитился, убрал ноги. Да. Последняя минута. 45 секунд. Но все равно 43 Сергей осталось. Семенов все-таки борется. Но Не, да. был Не за может ковер, ты. да, ну, Ну, научился наш капитан свой корпус очень правильно ставить. И даже такой сильный физический борец, как Сергей Семенов, его не может выдержать его темп. 8-0, 20. ну, это хорошее качество. 25 до секунд конца осталось. работать, да, до конца Все время с работать, центра изматывать. ковра. Хорошо, Сергей там попытку сделал пройти в ноги, но эта попытка была тоже хорошая с одной стороны, но Показал только. да, но есть еще 10 секунд за эти, вот еще раз толкает, 9. вытолкнул все-таки, ну, счет баллов уже. Ну, сейчас, наверное, 9, Нюргун не станет напрягать. Просто. О, все. да. За уход с борьбы. 10-0. Ну, понятно просто. Заблокировал и за пальцы. Ну, надо было, Да. Со счетом 10-0 чемпионом весовой категории до 97 килограмм становится мастер спорта. Капитан команды, не устаем, он авторитетный, очень уважаемый капитан команды Нюргун Сергей Мирнинский улус. Ну, уважаемые наши телезрители, на сегодня все финалы отборены, все медалисты, чемпионы известны. Мы с Семеном Сергеевичем Александром Шницкой. До свидания, до завтра. до завтра.
Terang adar hemir kodduk. Jon kodduk üstümü delak ekkitehime kutustuqtara. Kebirga kehamanuk tantagista suntan sokaha giat Danielova. Wanaltallaka ajolara teddis patimoñolarga otut tiet kilaga ikkisge sanubbuta. Ontakale nyynan saitan seker gettaran perijuara giat Danielova. Urasa cita Yorguyana Yaborova Agrarna Technologiskaya Universitet. Bu kaberga bettirgan Raska Elfista Usaltan ikkis komandadan Yulia Lesnikova warna beşine ayağından sarga sehirga oron kemudian kemudian dia lihat Senegraskaya tentang bahwa mereka dia sudah saja warna baru kemudian kemudian awalnya larkin juga kami sama dia sudah kemudian lebih jauh warna baria bokir hangat